маленькие растут. Здесь построен, сою молоко делали. Это вот две грабильни для охлаждения воды. Значит, здесь вот автомойка, это новая, мы ее в прошлом году запустили, и вот построили. Ну вот в этой книге, вот молочных дел мастера, здесь история Новошмельского завода сухого безжирного молока. Значит, Новошмельский, ну, история начинается она тут с 20-х годов. Но тогда это был мелкий кустарный маленький заводик, даже не завод, аж молоканка, так она называлась. И уже к началу 2000 года завод вошел в состав ВАМИНа. ВАМИН Татарстан, акционерное общество. Производит в основном сливочное масло крестьянское и сухое безжирное молоко. Два вида продукции основные, которые на заводе производятся. Ну, до этого были различные виды, они пробовали производить здесь и творог, но не получалось. А вот эти два вида продукции, которые с проектированием, как говорится, были заложены в основу этого завода, они качественные и ценятся, по крайней мере, в России. Сейчас я делаю анализы. Вот это в данный момент у нас мы делаем на кишечную палочку. Ну, госстандарт, по которому мы определяем, есть допустимые значения. На масло, например, одно значение, на сухое молоко совершенно другое. На сухое молоко более жесткие требования. Но бывает ЧП, то, что вот вы что-то... Не бывает, на нашем производстве не бывает, конечно, у нас работает. Во многие регионы поставляется масло, и даже страны СНГ, это Казахстан, вот я точно знаю, возят наше масло. Они, значит, его ценят, это масло. Это значит, у нас мы сеем продукцию и потом убираем ее в термостат, где выращиваем. Тоже для каждого определенного вида продукции у нас свой режим есть температурный. Вот, например, на 30 мы делаем МАФА, общее микробное число. На 37 мы делаем вот кишечную как раз палочку. Кишечную палочку у нас выращивают в течение 3 дней, на КМАФАМ 5 дней. Свободную продажу сливочного масла. В основном, вот, значит, Челябинск мы продаем, ну, цена низкая, конечно, цена, ну, 95 рублей, что это, килограмм масла. А внутри республики берут, ну, небольшими партиями, тонны, 2 тонны, Нижнекамск, допустим, Альметьевск, вот, ну, внутри республики чем связано? Конкуренция? Много. Конкуренция. Вы посмотрите, вот, по интернету, да, в Амине в одном 44 тысячи дойного стада, а в Ульяновской области 22 тысячи. В республике 240 тысяч дойного стада. У нас просто много этой продукции молочной, потому что много сохранили животноводство. То есть лаборантка берет анализ, и, значит, закачивается, взвешивается, принимается молоко, охлаждается. У нас, значит, аммиачные холодильные установки закачивается в танки, и уже из танков идет на переработку. Выделяем мы здесь кислотность, жир в молоке, механическое молоко выделяем и готовую продукцию. Анализ молока делаем. Тут же показывает белок, плотность показывает, даже показывает, сколько количества в молоке воды. Если показывает, да, жирность показывает даже. Наш завод получает продукцию, сырье от агрофирмы Татарстан. Вот сегодняшний день, допустим, вот у меня сводка, она есть вот здесь. Вот сегодняшний день поступило в зачете 76,5 тонн молока. Из них агрофирма поставляет 38,3 тонны. То есть 52% агрофирма. Да, это ВАМИНовская наша структура. 19 тонн хозяйства КФХ, фермерские хозяйства, это 26% поступившего молока. И 15, почти 16 тонн, без 2 килограммов, это частные подворья, где индивидуальный предприниматель собирает все. 22% молока от частных подворий. По крайней мере, цены, которые уже начали падать, они будут продолжаться падать. Потому что насыщение рынка белорусским, чистым ГОСТовским маслом, там, так говорим, и сухим молоком, оно идет по нарастающей. По нарастающей. Сложно будет. Да. Сказал так, мы являемся филиалом. В основном, значит, все решения принимаются в акционерном обществе ВАМИН Татарстан. Готовятся, я знаю, что многие заводы ВАМИНа, они были реконструированы, они европейского уровня оборудования,
качественный выпуск продукции у них идет. А такие заводы сухого обезжиренного молока, как наш, которых в республике 5 заводов, в основном, значит, ну, оборудование, я бы сказал, что оно, на нашем заводе, допустим, оно не менялось. А те заводы, вот, это Алексеевский, там очень хорошее оборудование, Актаночский завод, Арский завод, они, значит, отвечают всем требованиям сегодняшнего дня. Я должен сказать, что оборудование, которое ставилось на наш завод, это, значит, германский, ГДРовский, оно до сих пор работает и еще долгие годы будет работать. Я уверен, что, по крайней мере, в ближайшие 10 лет завод на этом оборудовании вполне справится с поставленными ему, как говорится, задачами. То есть план полностью ремонт парчик заменили, полностью замена Ведь молочные заводы, предприятия, они выпускают довольно-таки много видов продукции. Что-то не идет, они, значит, другое. А здесь, на заводах сухого молока, здесь оборудование установлено такое, что или масло делаешь, и параллельно узкая сухому молоку, два специализация, вида. Другое здесь не сделано. Понимаете, вот средняя зарплата, допустим, в прошлом месяце вышла 10 800 рублей. 10 800, это апрель, не май. В апреле было, там молока меньше было. Из них мы даем 2 килограмма сливочного масла, это 300 рублей, 2 ведерка майонеза по 0,5 и, значит, сыры. Сыры, замечательные сыры, это казанского комбината производства продукции. И вот, по крайней мере, вот моя семья каждый месяц она мне спрашивает, почему не принес? То, что тебе положено, получить зарплату. Она мне сама каждый раз напоминает. То есть, получается, ну, максимум где-то около 1000 рублей, больше не бывает.